Следующий аффикс с, си, су, сю. Ну и звонкий вариант з, зи, зу, зю. По сути, данные аффиксы обозначают, как и аффиксы лык, обладание. Но обладание не каким-либо предметом, а обладание каким-либо качеством, свойственным тому, что обозначается в основе прилагательного. Например, темирзых, обладающий качеством железа. И на русский язык переводится прилагательными с суффиксами оват, еват, ист. Темирзых, имеющий запах железа, качество железа, подобный железу, переводится на русский язык. Кюгür, кюгürсүх, кюгürзүх, сернистый, похожий на серу, пахнущий серой. Балыксыг, пахнущий рыбой, похожий на рыбу, обладающий какими-либо качествами рыбы. Следующий аффикс чак, чек присоединяется к глагольным основам, стоящим в страдательном либо возвратном залоге. Такие прилагательные обозначают качество как результат действия, которому предмет подвергается. Например, алдын-алыр, позолачиваться. Алдын – основа, аффикс на глагола ал страдательного залога. Основа получается алдын-ал плюс жак, алдын-алжак. Золотистый, позолоченный. Например, еще көрінжіктелжек. Көрінжіктелжек – зеркальный. Мүнгіннелжек – серебристый. Если же основой является сказуемое, выраженное в возвратном залоге, то данное прилагательное выражает способность либо склонность к выполнению этого действия. Например, астынар – возвратный глагол, основа астын. Астынжак – висячий. Азар будет вешать, астынар – висеть, а астынжак – висячий. Следующий пример. Кожаланжак, кожаланыр – глагол возвратного залога. Основа кожалан, кожаланжак – прилегающий. Кожа – это совместный. Кожаланжак уже прилегающий, расположенный рядом. Еще, например, ажынар – сердиться. Ажынжак – уже вспыльчивый. Вспыльчивый.